Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад номер 1» города Воркуты. Наше учреждение реализует инновационный проект «Центр консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями «Мы рядом». В рамках мероприятия ведомственной целевой программы развитие современных механизмов и технологий дошкольного и начального общего образования. Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». С информацией о нашем консультационном центре, о специалистах, оказывающих бесплатную методическую, психолого-педагогическую и диагностическую помощь, вы можете ознакомиться на страничке «Консультационный центр» официального сайта нашего учреждения. Реквизиты нашего сайта вы видите на экране. Мы являемся сотрудниками данного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей, законных представителей детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. Консультации могут быть не только очные, но и дистанционные, по телефону, посредством электронной почты, а также с помощью интернет-приемной, ссылочка на которую расположена на страничке «Консультационный центр». Через интернет-приемную вы можете задавать свои любые вопросы специалистам нашего центра, им обязательно в электронном виде, или если вы оставите свой номер телефона, мы вам перезвоним и пообщаемся. Мы подобрали наиболее часто встречающиеся вопросы, с которыми родители детей дошкольного возраста обращаются к специалистам нашего консультационного центра. И сегодня мы постараемся в рамках нашего вебинара ответить на наиболее актуальные вопросы об особенностях адаптации ребенка, в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья, к условиям дошкольной образовательной организации. Данный вопрос, уважаемые слушатели, возник не случайно. Ведь ребенок может впервые прийти в детский сад в любом возрасте, не только в раннем. И в любой момент домашний малыш может столкнуться с проблемой адаптации к условиям детского сада. Уважаемые слушатели, сегодня во время вебинара у вас есть возможность задавать вопросы в чате нашим специалистам, и мы в рамках вебинара обязательно на них ответим. Поступление ребенка в дошкольную образовательную организацию – это сложный процесс как для самого ребенка, так и для его родителей. В это время ребенок попадает в совершенно новую для себя среду, где происходит множество изменений. Режим дня, место пребывания ребенка, требования к нему. Все эти факторы очень сильно влияют на эмоциональное состояние малыша и создают для него стрессовую ситуацию. Поэтому основной задачей взрослого в этот сложный для ребенка период является оказание помощи в адаптации ребенка к условиям пребывания в дошкольной образовательной организации. В настоящее время во всех дошкольных организациях, как утверждает статистика, в каждой группе есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Категория таких детей достаточно велика. В нее входят дети с нарушением зрения, слуха, речи, патологиями опорно-двигательного аппарата, комплексными нарушениями интеллекта и психических функций, гиперактивные дети, дошкольники с выраженными эмоционально-волевыми нарушениями, фобиями и проблемами социальной адаптации. При поступлении в дошкольную образовательную организацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья прежде всего определяется обучение, возможность обучения детей либо в группе компенсирующей направленности, то есть происходит интегрированное образование, либо в обычной группе детского сада, это уже инклюзивное образование. Если патологии развития у ребенка выражены сильно, то помощь детям с ограниченными возможностями становится приоритетной деятельностью соответствующих специалистов образовательной организации, педагога-психолога, дефектолога, логопеда.
При поступлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья в обычную группу все обязанности по его воспитанию ложатся на плечи воспитателя. Основной задачей которого становится адаптация ребенка к условиям детского сада. Насколько безболезненной она будет, зависит от следующих факторов. Это, конечно, возраст ребенка, состояние его здоровья, уровня психического и физического развития, опыта общения ребенка с окружающим миром, самостоятельность ребенка, сформированность навыков самообслуживания, личностные особенности самого малыша и организация режима дня ребенка дома, взаимоотношения ребенка с матерью. Вот сколько, уважаемые слушатели, факторов, которые влияют на успешную адаптацию малыша к детскому саду. В этот период, сложный период как и для ребенка, так и для родителей, сами родители должны сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Внимательно родители должны прислушиваться ко всем советам педагогов, принимать к сведению их консультации, наблюдения и пожелания. В свою очередь воспитатели, специалисты стараются успокоить родителей, познакомить их с режимом дня, рассказать, чем ребенок будет заниматься, вместе обсудить, как облегчить период адаптации ребенка. При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья педагог использует программу обучения, которая включает в себя индивидуальный подход к ребенку, дополнительные разделы, соответствующие особым образовательным потребностям каждого ребенка. Эти потребности, которые обусловлены характером патологии и степенью ее выраженности. Уважаемые слушатели, думаю, вы со мной согласитесь, что необходимым условием успешной адаптации является согласованность действий и родителей, и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и в детском саду. А сейчас, уважаемые слушатели, я предоставляю слово педагогу-психологу нашего учреждения Санцовой Альбине Ивановне, которая раскроет нам секреты адаптации и постарается ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы родителей, с которыми они обращаются в наш консультационный центр. Альбина Ивановна, вам слово. Доброе утро, уважаемые родители и коллеги. Спасибо, Наталья Витальевна. Посещение дошкольного учреждения – важнейшее условие полноценного развития ребенка. Вот и прошли первые 3 месяца посещения вашим ребенком и вами детского сада. По результатам наблюдения психолог с воспитателями делает выводы о степени протекания адаптации. Выделяет несколько степеней адаптационного процесса, характерных для детей преддошкольного возраста. Это легкая адаптация. В этом случае ребенок вливается в детский коллектив за 2-4 недели. Подобный вариант адаптации характерен для большинства ребятишек и отличается ускоренным исчезновением негативных поведенческих реакций. Судить о том, что малыш с легкостью привыкает к детскому саду, можно по следующим особенностям, которые вы видите на слайде. Если ребенок привыкает к детскому саду средней тяжести, тогда адаптационный период длится не меньше 1,5 месяца. При этом ребенок частенько болеет, демонстрирует выраженные негативные реакции. Однако невозможно говорить об его дезадаптации и неспособности влиться в коллектив. Какие же особенности при средней тяжести адаптации? Ребенок с трудом расстается с мамой, общается сложно со сверстниками и воспитателями, придерживается озвученных правил и распорядка. Еще одна степень адаптации – это тяжелая. Дети с тяжелым типом адаптационного процесса встречаются довольно редко, однако их легко можно обнаружить в детском коллективе. Некоторые из них проявляют открытую агрессию при посещении сада, другие же уходят в себя, демонстрируя полную отстраненность от происходящего. Продолжительность привыкания может составлять от 2 месяцев даже до нескольких лет.
В особо тяжелых случаях говорят о полной дезадаптации и невозможности посещать дошкольное учреждение. Редко, но такое тоже бывает. Вы можете ознакомиться с тяжелой адаптацией на слайде. Признаками, что ребенок хорошо адаптировался, является в первую очередь это хороший аппетит, налаженный дневной и ночной сон, контакты со взрослыми и со сверстниками. Ну вот, период адаптации завершился, но вы замечаете, что утренний плач ребенка присутствует. Это явление вполне нормальное и естественное, и больше всего рассчитано на мам. Если есть возможность, то можно привлечь папу, бабушку, так как папа более сентиментально. Взрослым можно придумать прощальный ритуал. Ну, например, вы говорите ребенку, что обязательно помашете ему в окошко. Или можно придумать обнимашки, целовашки. Обнялись, поцеловались и разошлись. Если ребенок задает вам вопрос, когда ты за мной придешь, вы избегайте, пожалуйста, ответа «скоро», потому что дети еще не ориентируются в пространственно-временных отношениях. Вы можете перечислить режимный момент. Ну, например, вот сейчас ты позавтракаешь, поиграешь с ребятами, сходишь на прогулку, вернешься с прогулки, пообедаешь, и я за тобой приду. Старайтесь никогда не обманывать ребенка, ведь он еще малыш, но все равно. Пусть даже ваш обман отсрочит на сегодня слезы, но вы зароните недоверие, а следовательно и тревогу у вашего ребенка. Говорите ребенку только правду. Если ваш ребенок стал более расторможенным дома после посещения детского сада, проявите терпение. Ребенку тоже необходимо выпустить свои эмоции. Не забывайте про самостоятельность ребенка в самообслуживании, в игре, в общении со взрослыми, сверстниками. Поощряйте любое проявление самостоятельности. Оказывайте лишь посильную помощь, необходимую и дозированную. Без преодоления нет развития. Поддерживайте ребенка в его трудностях и радуйтесь его успехам. Но бывает и так, что дети приходят в наше учреждение из других детских садов в любом возрасте. И проблема привыкания тоже встает перед ними. Ведь важным условием социализации таких детей выступает умение сотрудничать, сопереживать друг другу, вырабатывать командный дух, взаимовыручку, веру в успех. И мы хотим поделиться с вами опытом, как это делаем мы в своем дошкольном учреждении. Предлагаю вам просмотреть ролик игрового сеанса «3 ступеньки к успеху». Приятного вам просмотра! Самым благоприятным периодом для формирования успешности является дошкольное детство. Ведь достижение успеха – это творческое приспособление к ситуации, умение найти в группе свое место, свою роль, в которой комфортно и уютно. Детям с нарушением зрения быть успешным сложнее, так как они испытывают чувство неуверенности в собственных силах. Чаще всего они ранимы и обидчивы, имеют склонность к конфликтам, не умеют расслабляться, не способны настроиться на одну волну с партнером по общению, поэтому ищут поддержки взрослых. Многие из них нуждаются в дополнительной стимуляции концентрации внимания, постоянных подбадриваний. Это помогает детям справиться с нерешительностью и преодолеть скованность. Один из направлений развития успеха – это развитие задача педагога, организовать пространство для общения с другими детьми, со взрослыми, а самое главное – создать каждому воспитаннику ситуацию. А как же легче всего это сделать? Ну, конечно же, специально подобранные ступени, они способствуют развитию у детей навыков взаимодействия,
помогают педагогу создавать в группе дружескую атмосферу, взаимопомощь, доверие, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и педагогов, облегчив тем самым процесс социализации и совместного обучения детского Таких коллектива. игр, с одной стороны, Таких игр, выравнивают с одной стороны, выравнивают для все всех участников, принимают для единые всех правила, принимаются является единые важным правила, для что является вовлечения важным для вовлечения действенных, самых застенчивых и малообщительных А с детей. другой стороны, для А с каждого другой участника стороны, для каждого участника создается каждый ситуация ребенок успеха. выделяется Каждый ребенок выделяется на фоне других. Приглашаю вас на игровой сеанс. Приглашаю вас на игровой сеанс 3 ступени. Я предлагаю вам играть в игру «Аплодисменты вокруг». У нас очень выигрышная. Каждый игрок заслуживает. В игре «Аплодисменты вокруг» В игре все аплодисменты происходит по вокруг парадоксальному. все происходит по парадоксальному Последний кругу. становится первым. Последний Игра становится построена первым. методом, Игра что построена интенсивность таким аплодисментов образом, постепенно нарастает, достигает своего апогея. достигает своего апогея. Чаще Когда всего последний ребенок, непопулярный, чаще всего получает непопулярный, аплодисменты всей получает группы. аплодисменты всей группы. Ребята, ну-ка, слегка и ваша задача наши красивые, правые, наши близкие, если все вместе слушать, что мы будем делать дальше, скажу, когда вы найдете, пожалуйста, зеленые листочки. Игра записки с любовью помогает педагогу легко создать педагогу легко создать психологическую приятную атмосферу. психологическую Помогает атмосферу, выразить детям помогает свое выразить детям свое демонстрировать, уважение, что вы замечаете демонстрировать, их что вы позитивное замечаете поведение, их позитивное поведение, их глубоко это успех цените. и глубоко это цените. Восемь, значит, мы нашли все листочки. Не для каждого из вас. Есть кто умеет читать, может сам найти свое имя. Что написано в каждом записи? Кроме вашего имени, Андрей, ты очень внимательно умеешь слушать. Умеешь. Раз ты работаешь конструктором, слушай интересные постройки. Так, ты умеешь быстро и самостоятельно одеваться. Леша, у тебя хороший слух, прекрасно. Приятно. Ты хороший и заботливый друг. Оля, ты красивая девочка, ты красивая девочка. Рома, настоящий. Леша, настоящий человек. Ты умеешь заботиться? Ты хорошо читаешь. Умеешь красиво, выразительно читать. Такие листочки с сюрпризами можете делать сами. Для своих детей, или для своих родителей, для младших или старших братьев и сестер. Вы знаете, как хорошо понимать эмоции. Хорошо? Если кто-то умеет читать, вы можете нарисовать. Можете вы хотите, понятно? Подарить такой сюрприз
И своим друзьям. Хорошо? Тимбилдинг – это команда образования. Направленная на обучение. Предлагаем вашему вниманию игру «Играй». Браво, у нас эксперт. Дружный оркестр. Дружный оркестр. Помогает детям преодолевать трудности, всякий раз сотворяя своего рода чудо. Маленькое произведение искусства, создание которого все принимают участие, подобно музыкантам одного оркестра. Мы желаем вам вдохновения. Мы желаем вам вдохновения для творческого поиска. Спасибо большое, Альбина Ивановна, за столь познавательный и интересный материал. Спасибо большое за внимание. Уважаемые родители, коллеги, если у вас возникают вопросы, задавайте их, пожалуйста, в чате. А мы продолжаем. Я приглашаю Сиру Марину Геннадьевну, инструктора по физической культуре нашего учреждения. Доброе утро, Марина Геннадьевна. Доброе утро, уважаемые слушатели. Марина Геннадьевна, родители детей с ограниченными возможностями здоровья всегда волнует вот следующее. Как их особенный ребенок в период адаптации сможет заниматься на занятиях по физической культуре? Смогут ли быть для их ребенка созданы специальные образовательные условия? Я поняла ваш вопрос. Как известно, физическое воспитание в тесной связи с умственным, нравственным и эстетическим и трудовым обучением. Это занимает одно из ведущих мест в подготовке ребенка с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни и является одним из средств успешной социальной адаптации и интеграции детей в общество. Инклюзивное образование ставит своей целью обеспечение равного доступа к получению образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми, без исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей. Наша главная задача состоит в том, как сделать так, чтобы ребенок с особенностями развития получил не только богатый социальный опыт, но и реализовал в полной мере свои потребности в двигательной активности. При подборе содержания занятий для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья учитывается принцип доступности. Двигательная деятельность ребенка соответствует физическим, психическим и интеллектуальным возможностям и потребностям детей. Нарушение зрения отрицательно влияет на владение детьми движениями, ориентировку в пространстве, сказывается на общем физическом развитии и состоянии здоровья. Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут приводить к нарушениям функций организма при ограничении двигательной активности, что отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья. Одним из симптомов речевых нарушений является двигательная недостаточность. У многих детей с нарушением речи недостаточно развита крупная моторика. Это проявляется в виде плохой координации частей тела при выполнении сложных двигательных движений, в их недостаточной точности и четкости. Также возникает затруднение при выполнении физических упражнений как по наглядному методу, так и по словесному. У детей с задержкой психического развития не наблюдается тяжелых двигательных отставаний, но все же присутствует отставание в физическом развитии, несформированность техники выполнения мелкой моторики рук. Соответственно, у таких детей недостаточное формирование навыков самообслуживания. У таких детей нарушена концентрация внимания, избыточная, порой патологическая активность, примитивная игровая деятельность. Как мы можем помочь детям с ограниченными возможностями здоровья? Одним из средств, улучшающих психическое и физическое состояние детей, является адаптивная физическая культура.
Это форма физического воспитания, предназначенная для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сюда входят занятия по физическому воспитанию, ритмике и физической культуре. Регулярные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья являются необходимыми. Посредством адаптивной физической культуры можно значительно улучшить психическое и физическое состояние детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, и, главное, приобщить их к посильным для себя физическим упражнениям и умению управлять своим психофизиологическим состоянием. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья направлена на коррекционно-компенсаторную сторону, в том числе и на процесс физического воспитания. Дошкольники с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в повышении двигательной активности при организации занятий по физической культуре для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Исходим из возможностей ребенка. Это задание умеренной трудности, но доступные для обеспечения переживания успеха на фоне определенной затраты усилий. Затем задания усложняются пропорционально в соответствии с возрастными возможностями ребенка. Спасибо большое, Марина Геннадьевна, за ваш исчерпывающий ответ на данный вопрос. Спасибо большое за внимание. До свидания. Когда родители со своими детьми впервые переступают порог нашего учреждения, то после ознакомительной экскурсии и при знакомстве со всеми нашими специалистами почти всегда возникает один и тот же вопрос. Учитель-дефектолог, кто же это и чем он отличается от логопеда? Представляю вам учителя-дефектолога нашего образовательного учреждения Акимову Ольгу Владимировну. Доброе утро, Ольга Владимировна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, Ольга Владимировна, так кто же такой дефектолог? Что вы делаете с детками, которые приходят к нам в наше учреждение? Ответьте, пожалуйста. Дефектолог – это специалист, который занимается изучением, обучением, воспитанием и социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа учителя-дефектолога заключается в умственном развитии ребенка, развитии познавательных способностей, таких как восприятие, память, внимание, воображение, мышление, развитие и обогащение его речевой стороны. Цель коррекционно-развивающих занятий – помочь конкретному ребенку, выявление неблагоприятных вариантов развития и определения учебных трудностей ребенка, проведение индивидуальных и групповых занятий, динамическое наблюдение, консультирование педагогов и родителей ребенка. Логопед и дефектолог. В чем же состоят основные различия? Дефектолог работает с детьми, которые имеют определенное отклонение в психическом и физическом развитии, а логопед с детьми, которые имеют проблемы с речью и произношением. Цель занятий дефектолога в школе или детском саду стремится помочь ребенку научиться высказывать свои мысли, восстанавливать пробелы в знаниях, применять меры по коррекции умственного развития. Логопед же работает только над развитием речевого аппарата и коррекцией речи. Ограничения возрастной категории детей. Дефектолог может проводить занятия с детьми, начиная с 1 года, а логопед начинает свои занятия с 3-летнего возраста. Ольга Владимировна, самый частый вопрос, который задают родители. Есть ли специальные требования к играм, пособиям для детей именно с нарушением зрения? Конечно. Уважаемые родители, позвольте вам напомнить несколько очень важных требований, которые необходимо соблюдать при подборе наглядного материала для игр и занятий с ребенком, имеющим те или иные нарушения зрения. Обязательное наличие различных плоскостей рабочей поверхности. Горизонтальная, вертикальная, наклонная – это все зависит от диагноза ребенка.
Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия, быть яркими, красочными, насыщенными по цвету. В основном используются, как вы видите, красный, желтый и оранжевые цвета. Материалы и пособия должны иметь матовую, неотражающую поверхность. Вычленение контуров обязательно должно быть. Лаконичность рисунков, конкретные визуальные признаки предметов и объектов. Как вы видите вот на картинке, медведя практически не видно в лесу, а нужна картинка конкретная, вот медведь и его контур, его все основные признаки. Так. Ольга Владимировна, Да. вот еще, пожалуйста, один вопрос, который задают не только родители, вернее, родители не только детей с нарушением зрения, но и все, как бы, неравнодушные к здоровью своих деток. Как правильно делать зрительную гимнастику с ребенком-дошкольником? Ну, конечно, при проведении зрительной гимнастики необходимо соблюдать общие правила. Всегда снимать очки, если есть окклюзия. Окклюзия, то есть закрыт один глаз, то очки снимать не стоит. Сидеть, стоять прямо, не напрягаться, расслабить плечи и опустить их. Дыхание должно быть глубоким и равномерным. Все внимание должно быть на глазах. После выполнения упражнения хорошо нужно потянуться, от души зевнуть и часто поморгать. Спасибо. Вот такие несложные правила, насколько они важны. Следующий вопрос, Ольга Владимировна. Очень современный, от современных родителей наших современных детей. Сколько ребенку-дошкольнику можно сидеть за компьютером и вообще с гаджетом в руках? Конечно, вот дети и компьютер – это очень обсуждаемая тема. Считается, что чем позже дитя познакомится с электронной вычислительной машиной, тем лучше. Детям предпочтительнее начинать осваивать компьютер не раньше 3-4 лет. Они уже понимают слово «нельзя», и с ним можно договориться заранее. Психологи придумали формулу. При ее помощи рассчитывается приблизительное время, которое может малыш проводить за компьютером без вреда для своего здоровья. Возраст умножается на 3. Это количество разрешенных минут. Далее полученные минуты умножаются на 3. Это время отдыха. Вот, например, пример. Ребенку 5 лет. 5 умножаем на 3 – 15 минут. Это игра за компьютером. 15 умножить на 3 – 45 минут отдых. Очень обстоятельно, да? Обратите внимание, уважаемые слушатели, вот четкая формула, высчитали и объяснили ребенку, и никаких споров и слез. Ольга Владимировна, родители на встречах в нашем консультационном центре часто говорят, что их ребенок не может запомнить, где право, где лево. Вот есть ли какие-нибудь хитрые, легкие способы приема, чтобы как можно быстрее и ненавязчивее научить ребенка различать право-лево? Конечно, есть. И один из таких способов вот, формирования у детей развлечения правой и левой стороны происходит как бы со значительными затруднениями. И чтобы облегчить усвоение данной задачи, предлагаем использовать тактильный или зрительный ориентир. Во время занятия на правую руку оденьте цветную резинку для волос. Допустим, на правую руку красную, на левую зеленую. Акцентируем внимание на том, что резинку мы всегда одеваем красную только на правую руку. В данном случае тренируется тактильная память у ребенка, которая у каждого ребенка на разном уровне развития. Одному достаточно 1-2 раз одеть резинку, и он запомнит, где правая рука. А другому ребеночку требуется больше времени, чтобы освоить данный навык.
Спасибо, Ольга Владимировна. На данный момент наиболее злободневные вопросы у нас как бы закончились. Уважаемые слушатели, если у вас еще остались вопросы к нашему дефектологу Ольге Владимировне, или они у вас возникли в ходе нашей встречи, вы можете их задавать в чате. Или, повторюсь, посредством интернет-приемной на нашем консультационном центре, на нашем сайте. Ольга Владимировна, спасибо вам большое. Спасибо за внимание. А я предлагаю, уважаемые слушатели, перейти к следующему блоку наших вопросов, к вопросам к логопедам. Их не меньше, чем к дефектологам. И я приветствую учителя логопеда нашего учреждения Лернер Марину Васильевну. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Марина Васильевна, родителей не говорящих детей очень волнует вопрос: во сколько лет целесообразнее всего обращаться к логопеду? Потому что, насколько я знаю по личному опыту, многие чуть ли не с роддома пытаются уже заняться развитием речи своего ребенка. Во сколько же лет обращаться к логопеду? Очень интересный вопрос. Если ребенок не произносит к 3 годам большинство звуков, более 10-15. Если ребенок в 4,5 года не произносит звуки с, си, з, зи, л, ли. Если ребенок к 5 годам не произносит звуки ш, ж, чи, щи, р, ри. Ознакомьтесь с таблицей последовательности появления звуков у детей. Если у вашего ребенка детский церебральный паралич, ДЦП, то обращаться к логопеду нужно в любом возрасте. Если к 3 годам ребенок произносит менее 1000 слов и не умеет строить фразу, и если у вас нарушение звукопроизношения, вы хотите его исправить, то это возможно в любом возрасте. Если у вашего ребенка расщелина губы и неба, если у ваших родственников случился инсульт или произошла черепно-мозговая травма, то необходимо как можно быстрее обратиться к логопеду, так как только в первые полгода можно добиться максимального улучшения. Марина Васильевна, а почему дети не произносят вот некоторые звуки? Иногда это бывает подражание неправильной речи окружающих, не только взрослых, но и детей, сверстников. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы правильную, красивую речь ваш малыш слышал гораздо чаще, чем дефектную. Читайте ему вслух детские книжки, давайте слушать записи сказок в исполнении профессиональных артистов. Очень важно также следить за тем, чтобы при общении с ребенком вы избегали сюсюканья детской речи. Часто этого бывает вполне достаточно, чтобы речевые ошибки у ребенка исчезли. Причинами нарушения произношения могут быть также слабость мышц языка и губ или легкое расстройство координации движения, неумение выполнять языком и губами точные целенаправленные движения. Марина Васильевна, вот следующий вопрос, который очень волнует родителей дошколят. Как правильно сформировать, как сформировать правильную речь? Обязательно исправляйте ошибки в речи малыша, но делайте это тактично. Если вы посмеетесь над ребенком, то обидите его, и ребенок может потерять к вам доверие. Для развития речевых способностей ребенка очень важна игровая деятельность. Через такую малыш познает окружающую его реальность. Обращайте внимание ребенка на различные объекты, которые издают звуки. Животные, птицы, транспорт. Включайте ребенка не только в игру, но и в реальные взаимоотношения со всеми членами семьи. Обязательно давайте ребенку полезные поручения. Благодарите ребенка за помощь. Для развития речи очень важно не только развитие произносительных навыков, но и совершенствование умения ребенка понимать смысл речи. И не только смысл речи, не только определенной ситуации, но и вне ее. Помните, что ребенку недостаточно просто сказать: вот летит ворона,
Ему нужно комментировать к этой вороне, комментарии нужны. Примерно вот так. Посмотри, вон над тем домом летит ворона. Она черная и умеет громко каркать. Получайте, пользуйтесь наглядным материалом. Детям трудно воспринимать слова, оторванные от изображения. И главное, поддерживайте все начинания малыша, хвалите его, даже за незначительные успехи. Не требуйте у него правильного произношения слов сразу. Вот так, уважаемые слушатели. Спасибо большое, Марина Васильевна. А продолжить тему, нашу тему вопроса-ответа блока учителей-логопедов Татьяна Григорьевна Тихонова, учитель-логопед нашего образовательного учреждения. Доброе утро, Татьяна Григорьевна. Я приветствую всех участников вебинара и хочу сказать о том, что исследования неврологов, психиатров, физиологов говорят о том, что морфологические функциональные формирования речевых областей коры головного мозга совершается под влиянием импульсов, идущих от пальцев рук. Наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой, лепкой, рисованием, суджок-терапия активизирует развитие речи ребенка. Применяются суджок-массажеры, вот они на экране, их очень много. Шарики в комплекте с массажными металлическими колечками, которые в сочетании с упражнениями по коррекции речи хорошо влияют на развитие речи. Шариком можно стимулировать зоны на пальчиках, а массажные колечки надеваются прямо на пальчики. Весной во время пандемии я сходила в аптеку, чтобы купить себе очередную партию масок и перчаток. И совершенно случайно обнаружила комплекты таких вот шариков с колечками. То есть это все доступно и легко и близко. Какие же достоинства у суджок-терапии? Очень высокая эффективность. Первое. При правильном применении наступает выраженный эффект. Абсолютная безопасность. Видите, ребенок не может ни пораниться, ни удариться. Это эффективное средство. Универсальность. Суджок-терапию могут использовать как родители, так и педагоги. И простота. Я уже говорила о том, что она продается в аптеках. Можно купить, причем очень доступная цена. Сочетание упражнений пальчиковой гимнастики, самомассажа, с упражнениями по коррекции звукопроизношения позволяют значительно повысить эффективность коррекционной работы. Систематическое выполнение упражнений по тренировке и движению пальцев рук является мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Собственно, то, к чему мы и стремимся. Упражнения на развитие тактильной чувствительности пальца тоже рефлекторно улучшают тактильную чувствительность. Обратите внимание, я нашла в интернете несколько вариантов сухого бассейна для рук. Есть бассейны для детей, для тела, а это маленькие, именно для рук. Упражнения, развивающие взаимодействие между полушариями, нейропсихологи утверждают, что обязательно выполнять их. Нарушение межполушарного взаимодействия является одной из причин нарушения чтения. Кто бы мог подумать, да, в школе нарушение чтения, оказывается, одной из причин является нарушение межполушарных связей. Трудности в обучении такого типа возникают в связи с незрелостью определенных участков головного мозга. И чтобы их улучшить, надо позаниматься. В ходе систематических занятий у ребенка развиваются межполушарные связи, улучшается память, концентрация внимания, пространственные представления. Упражнения лучше всего выполнять вместе с детьми, постепенно усложняя и увеличивая время и сложность. Выполним с вами несколько упражнений. Самые известные – кулак, ребро, ладонь. Надо поставить, обратите внимание на верхнюю картинку, поставить кулак, потом выпрямить, сделать ребро, а затем уже ладошку положить на стол. Попробуем? Наталья, попробуете? Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Теперь другой рукой. Кулак, ребро, ладонь. Мы выполняем на ладошках, потому что стола не видно. Вообще-то все это делается на столе. Поочередное соединение пальцев. Тоже очень полезное упражнение, легкое и доступное. Попробуем? Наталья, давайте двумя руками, мы уже взрослые. Начнем. Теперь от мизинчика. Спасибо. Легко и приятно. Всеми любимая игра – клаб. Дети любят такие игры, но они очень развивающие.
Смотрите, обратите внимание, что вы ребенку не называете, куда идти, а говорите, в комнате лежит игрушка. Пройди на нее, ориентируясь на то, что я говорю. Сделай 2 шага вперед, 1 шаг влево, 3 шага назад. И вам будет сложно оречевлять, но ребенку будет легко выполнять, и он найдет контекст. Часто спрашивают родители: массаж, самомассаж. Массаж – дело очень приятное, надо к кому-то идти, кого-то просить, а самомассаж может делать каждый. Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребенком, это динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, сходный с массажем. Массаж органов артикуляции активизирует кровообращение в области губ и языка. Ребенок сам выполняет приемы самомассажа, а ему показывают, понятно, взрослый, ребенок научается. Целью логопедического массажа является стимуляция кинетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата, и нормализации тонуса мышц аппарата. Поглаживание языка зубами. Надо просунуть как можно больше сквозь узкую щель между зубами, язык просовываем, а затем загоняем его назад в рот. Будет видео, вы увидите, как это делается. Расчешем язычок, расческа так называемая, детей очень любят. Просунуть язычок в узкую щель между зубами и выдвигать. Отличный самомассаж, а дети выполняют упражнение расчески, им очень нравится. Покусаем язычок, тоже самомассаж. Надо, покусывая язычок, выдвигать его вперед. Чтобы вам было все понятно, я подготовила небольшое видео. Посмотрите, пожалуйста. С волосами я дружу, их в порядок Волосами я привожу. дружу, Благодарна порядок мне привожу. прическа, а зовут благодарна меня мне прическа, а зовут расческа. меня расческа. Тесто мнем, мнем, мнем. Тесто Тесто жмем, жмем, жмем. тесто жмем, Пироги жмем, мы жмем. испечем. Пироги мы испечем, испечем. и блины мы испечем. Я благодарю всех за внимание. Татьяна Григорьевна, спасибо вам большое. Уважаемые слушатели, еще раз обращу ваше внимание, что все ответы на вопросы, которые вы сегодня услышали, а также на многие-многие другие, вы сможете найти на официальном сайте нашего учреждения, на страничке консультационных центров. К сожалению, рамки вебинара очень сильно ограничены. Мы не можем осветить все вопросы, обсудить все интересующие родителей проблемы. Поэтому мы всегда ждем вас, уважаемые родители, уважаемые коллеги, на нашей встрече в нашем консультационном центре. А сегодня наша встреча подошла к концу. Нам очень хочется надеяться, что мы смогли раскрыть наиболее животрепещущие темы, которые интересуют современных родителей, ответить на многие вопросы, которые наиболее часто встречаются и наиболее остро волнуют наших родителей. Мы просим оценить значимость, актуальность для вас услышанного сегодня, увиденного по 10-бальной системе. В своей оценке мы просим выставлять в чате. И будем вам очень благодарны и признательны за несколько слов ваших комментариев, ваших, как сказать, предложений, чтобы мы знали с коллегами, как улучшить нашу работу, как нам двигаться дальше. Я вам хочу пожелать всего хорошего. Мы и мои коллеги, я думаю, присоединяются ко мне. Мы желаем здоровья вам и вашим близким.
Мир дому вашему. И до новых встреч. Мы всегда рады всем, кто к нам приходит, кто нас смотрит и слушает. До свидания.